И почему это до сих пор происходит в Таджикистане? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете то, что вызовет у вас просто различную бурю эмоций. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Молодая женщина, видео с участием которой вызвало бурю негодований в сети, покинула дом родителей мужа. В прошлом месяце в соцсетях появилось видео, на котором видно, как свекровь устраивает невестке допрос с пристрастием и попрекает куском хлеба в прямом смысле. Герой видео Мадина Садикзада говорит, что ей приходилось от страха перед свекровью есть хлеб тайком. На днях она покинула дом мужа и сейчас вместе с 4-месячным ребенком живет у одного из близких родственников. «Хочу растить малыша в здоровой атмосфере, не хочу, чтобы его постигала та же участь, что и меня», — говорит Мадина. Семья мужа Мадины проживает в сельском джамаате Черкух города Исфара. Корреспондент побывал дома у родителей мужа Мадины Садикзада. Никто из членов семьи не захотел комментировать видео. Мадина Садикзада рассказала, что нашумевшее видео с ее участием было снято почти год назад и спустя месяц после свадьбы. «Когда я, проголодавшись, готовила еду или ела хлеб, свекровь попрекала меня куском хлеба, злобно приговаривая: пусть этот кусок хлеба превратится в отраву. Мне приходилось есть хлеб тайком от свекрови», — говорит женщина. Родители Мадины развелись, когда ей было всего 7 месяцев. Некоторое время она жила с бабушкой по материнской линии. После ее смерти отец забрал меня к себе. Меня воспитала мачеха, она и выдала замуж. А после того, как я ушла из дома родителей мужа, меня приютила тетя, говорит Мадина. После публикации видео в сети многие хотели приютить Мадину у себя, рассказывает ее двоюродный брат Абдуманов Нурматов. Но мы решили, пусть она поживет вместе с нами. Мадина, дочь моего дяди, выросла у нас на глазах. Мы будем относиться к ней как к своей сестре. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, стоит ли наказать свекровь этой женщины? Ведь, по сути, это моральное насилие, и оно не должно просто так пропускаться. Учитывая, что там был допрос с пристрастиями, можно даже инкриминировать насилие прямое. А Комитет по делам женщины и семьи в Таджикистане сообщил, что 2 недели назад местные сотрудники ведомства, встретившись с женщиной, устроившей своей невестке допрос с пристрастием из-за куска хлеба. В сообщении ведомства говорится, что в ходе беседы была выяснена причина такого обращения свекрови с молодой невесткой. Ранее сообщалось, что против жительницы Исфары было возбуждено административное дело после того, как видео с ее грубым обращением к своей невестке появилось в сети. Женщина обвиняется в нарушении требования законодательства Республики Таджикистан о предупреждении насилия в семье. Статья 91 Кодекса Республики Таджикистан о административных правонарушениях. Ей грозит штраф в размере от 2 до 5 показателей для расчетов, от 120 до 320 самани, отметили в УМВД по Сагдийской области. Тем временем председатель города Исфара Бахавадин Бахудорзада считает, что необходимо восстановить молодую семью. «Мы постараемся делать все возможное, чтобы они жили под одной крышей», — сказал мэр Исфары. Это как-то звучит даже немного угрожающе. Может, женщина сама этого не захочет. Сама Мадина Садикзада говорит, что собирается найти работу и жить самостоятельно. В Таджикистане жизнь невестки со свекровью под одной крышей в течение первых нескольких лет брака – неписанный закон. Однако, по мнению некоторых социологов, этот закон устарел, и часто установленные порядки приводят к семейным скандалам. Представители взрослого поколения, наоборот, убеждены, что жизнь со свекровью на пользу молодой невестки и может подготовить ее к самостоятельной жизни. Конфликты между невесткой и свекровью всегда на слуху в таджикском обществе. Исследование, проведенное социологами в 2018 году, показало, что свекрови играют важную роль в таджикских семьях. Причем во всем за ними последнее слово, будь то покупка дорогостоящих вещей или воспитание детей и распределение денежных переводов от сыновей, работающих в России. Но в последние годы говорят о том, что из-за такого отношения в семье многие женщины кончают жизнь самоубийством и еще забирают с собой детей. Это нормально? Доводить человека до такого состояния. Почему свекрови себе это позволяют? Кто они такие, чтобы так давить на женщину? Они должны обучать и помогать, а не доводить до самоубийства. Вы согласны? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.